ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 14:50. Массовые гуляния в честь 85-летия Ухты. Жемчужина Севера – многонациональный город. На сцене выступают представители 11 культурных автономий – поляки, немцы, украинцы, белорусы и многие другие. Они водятся зрителями хоровод и разучивают национальные танцы, а в знак межнациональной дружбы запускают в небо воздушные шары. Вместе с городом в этом году празднуют свой 85-летний юбилей более 200 ухтинцев. Некоторые из них сегодня пришли на праздник. Когда она строилась, конечно, очень трудно было, но зато выстроили очень красивый город. Я тут с 63-го года. Ухта, конечно, была маленькая. Пионер горы не было, вот этого все. Маленькие домики были, все. А сейчас смотрите, какое строение, какие дома, какие все. Так что Ухта очень-очень хорошо строится. Юных ухтинцев развлекают клоуны и почти настоящие медведи. Персонажи в плюшевых костюмах играют с детьми в догонялки. Пойманные ребята должны выполнить несколько заданий. За старания их всех ждут подарки. Безусловно, детям такая благодарность от хозяина тайги приятна. А как же тогда угодить городу-юбиляру? Об этом мы спросили самих жителей в праздничный день. С днем рождения, дорогая Ухта! Став Ухта саолышец, чола мала, талун я ужит праздником. Ухталы, как ям до светло, турамен, стабурса пьянде. Горожанам здоровья, терпения, трудный ожидается сезон, так говорят, в связи с санкциями. Всего хорошего, понимания в семьях, любви. Здоровья самое главное. Wir wünschen viele Freunde und alles Gute. Мы желаем вам верных друзей и всего хорошего. Желаю счастья, здоровья, чтобы наш город процветал дальше. На сцене спортивные клубы и фитнес-центры. Гвоздь программы – выступление ухтинского богатыря Игоря Стрекаловского. Он одновременно поднял в воздух 6 девушек. Их вес вместе с металлической конструкцией 350 килограммов. Трюк выполняется впервые. В арсенале упражнений очень много, похожие есть упражнения, но оно не с живым весом. С живым весом необычно. И, так это я скажу, не очень легко было. 350 килограмм, которые туда-сюда вот так болтаются, это не очень легко. Запоминающимся стал показ одежды в стиле этно. Его проводит сыктывкарская мастерская «Югут Арт», что переводится как «светлое творчество». Одна из сегодняшних коллекций посвящена осени и последним теплым солнечным дням. Для своих моделей дизайнер Светлана Турова использует только натуральные материалы – шерсть и хлопок. Декор также с местным колоритом – национальный коми-орнамент. Здесь идея взята с оберегового полотенца. Есть женский орнамент, защищающий женское здоровье и благополучие, элемент орнамента шонды – защита от нечистой силы, и этнические украшения с натуральным мехом, с элементами из бронзы. Потому что коми всегда были охотники, и вот такое мастерство, как литье металла, было всегда у нас испокон веков известно. Наряды дополняет бижутерия, созданная руками еще одного дизайнера – Марины Самотолковой. Например, она создала колье, часть которого – воссозданный коми-охотничий календарь. Огромное подспорье в работе творческого дуэта – семья. Дочь Светланы Туровой – художница, проектирует новые платья. А муж читает оригиналы коми-книг, находя для мастерской новые узоры и орнаменты. Совсем скоро сыктывкарские творцы примут участие в международном фестивале. Коллекцию, которую ухтинцы увидели сегодня, оценят в столице России уже через несколько месяцев.